Добрый день, дорогие друзья! Итак, в эфире программа «Якутск сегодня», и с вами я, ее ведущая Ольга Голдобина. У нас сегодня очень интересная тема. Тема, которая ведет к созданию нового, к улучшению нашего города, нашего округа, улицы. О чем мы поговорим? Мы поговорим о том, что вокруг нас масса возможностей для того, чтобы самим ярко, красиво украшать свою жизнь. Итак, друзья мои, 17 ноября в 11 часов утра состоялось открытие сквера Воспитателю на территории 203-го микрорайона. Проект этого сквера был задуман в 2021 году, а реализован в 2023 году. И проект был реализован по программе поддержки местных инициатив. Инициатором данного проекта, у нас вот там сейчас мы увидим фотографии, инициатором данного проекта выступил коллектив детского сада «Сардана». Вот, сейчас вы это видите. И вот это вот мероприятие прошло очень даже празднично, красиво. Конечно же, приняли в первую очередь участие в данном мероприятии жители 203-го микрорайона, работники детсадов и те, кто помогал. Инициативу поддержал народный депутат парламента Илтумен Республики Саха-Якутия, председатель постоянного комитета по науке и образованию Григорьева Антонина Афанасьевна. Огромную работу по подготовке и реализации данного проекта провела управа Губинского округа под руководством Аганюровой и Гульжан Абдикеримовны. Почему я это все сказала? Потому что данные проекты по программе поддержки местных инициатив исходят от нас с вами. Это может быть обычный житель, это может быть руководитель предприятия, это может быть яркий общественник. И вот все эти процессы на самом деле мы не делаем одни, мы делаем в команде. Вот о такой масштабной, колоссальной работе нам сейчас с вами расскажет педагог-организатор детского подросткового центра города Якутска Титова Антонина Степановна. Антонина Степановна, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое, что вы откликнулись на наше приглашение, потому что тема очень горячая, очень интересная. И вообще, мне кажется, программа «Якутск сегодня» – это та программа, которая раскрывает все самое хорошее, что у нас есть в городе, что нас окружает, в чем мы живем. Итак, программа поддержки местных инициатив. Что это такое? Но на самом деле используют чаще всего сокращенное название ППМИ. И у меня всегда знакомые говорят, ну что за загадочное такое это ППМИ. На самом деле оно просто расшифровывается. Это программа поддержки местных инициатив. И действует в Якутии с 2017 года. И в нашей республике уже реализовано с помощью этой программы, при поддержке этой программы, 1500 различных проектов, которые были направлены как раз на улучшение качества жизни жителей нашей республики. Это что? Да, вот это какие? Вот я в курсе, что памятник Володе Губину по этому проекту создан, да? Очень много разных. Угу. Самая главная цель вот этой программы – это, во-первых, объединить людей, население на реализацию очень важных для населения проектов. Например, кому-то важно водоотведение, кому-то водопровод важно, кому-то освещение важно, и кому-то сквер воспитателю. Поэтому проекты у всех разные. Вот у нас по республике 1500, более уже 1500 реализованных проектов. Друзья мои, водоотведение. Получается, что мы можем
дворовую территорию, да? Благоустроить, да, легко. Конкретно благоустройство. Друзья мои, напоминаю вам, что у нас в студии есть два номера телефона: 32 0066, 32 11 66, по которым вы можете к нам обратиться, задать нам вопрос. Но на самом деле это потрясающие возможности. Ведь у нас же очень много дворов в довольно таком не очень хорошем состоянии, скажем так. У нас масса вопросов возникает по тротуарам, элементарным вещам. И вот эта программа дает нам возможность, жителям, сплотиться, так, объединиться, продолжайте, написать, оформить правильно. Здесь очень ключевое слово «правильно». Правильно оформить заявку, выполнить все условия. Ну, поскольку это же конкурс, значит, есть какие-то условия. И существует так называемая бальная шкала. Угу. И по этой бальной шкале определяется либо максимальный балл при выполнении определенных условий, либо какой-то балл, который высчитывается по формуле. Но я счастлива, что я была... есть такой опыт, и очень горжусь тем, что в прошлом году мы командой детского подросткового центра приняли участие в конкурсе и стали одним из победителей. Но, знаете, гордость гордостью, но я хочу сказать, что в Якутии в прошлом году было подано 483 заявки. Из них 37 заявки было подано из города Якутска. 37 заявок в городе Якутске? Да. И выиграла? Я точно не помню, где-то 11-12, вот так где-то, да, стали победителями. И, конечно, когда ты понимаешь, какой конкурс прошел твой проект и стал победителем, а еще он и реализовался в этом году. Ага, Антонина Степановна, а мы можем увидеть, да? Да, легко. Вот у нас вы принесли с нами фотографии. Чем вы нас можете порадовать, удивить, чтобы мы вместе с нашими зрителями... Это у нас запланированный проект на 2024 год. Расскажите об этом. Я думаю, что об этом расскажут наши... Дорогие друзья, у нас уже звоночек. Мы не успели ничего рассказать, ни прошлого, ни будущего. Но после телефонного звоночка мы продолжим нашу беседу. Итак, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Как Якутск преобразят к 2024 году к трехлетию благоустройства и озеленения? Озеленение, да, вас интересует? Вы имеете в виду городская программа по благоустройству, трехлетие благоустройства в городе Якутске. Кстати, сейчас тоже можно активно включиться в этот процесс благоустройства, потому что сейчас идет конкурс на получение финансирования, на реализацию проекта по благоустройству по программе «Народный бюджет». По-моему, там срок принятия заявок до 1 декабря, так что желающие, в принципе, принять участие в этом конкурсе могут еще успеть. По большому счету, мы, наверное, не совсем компетентны, да, в полноценном ответе, потому что сегодня у нас передача совсем по другому направлению, и вы просто педагог, организатор, который этим занимается, да? Я скажу, это, что наверное, вопросы к работникам мэрии, я думаю. Современные педагоги, они, в общем-то, компетентны, наверное, во многих вопросах, да. И в том числе наше успешное участие в конкурсе ППМИ. Мы подготовили фотографии до и после. У нас есть один из центров. Наверное, просто сейчас вначале скажу о том, что детский подростковый центр – это учреждение, одно из немногих в России, и, возможно, единственное на Дальнем Востоке, сохранившее систему
центров по месту жительства. Помните, раньше это было Прижео, очень много детских подростковых центров было, где сами жители проводили различные кружки. И вот эта система... Но это называлось по месту, клубы. Да, именно. И вот все эти клубы сейчас объединены, и большая часть этих клубов сохранилась и объединено в детский подростковый центр. Антонина Степановна, раз у нас вот зашел диалог на эту тему, да, давайте немножечко потом перейдем попозже к тому, что мы видим на экране. Тогда вот расскажите нам немножко хотя бы про детский подростковый центр. То есть в прошлом так работали клубы, которые находились в жилых районах? Да, по месту жительства. Это прямо вот я помню, я ключевое. сама ходила. Да, Но я как бы думала, что детский подростковый центр, там математика, русский, то есть все уроки за... Нет, что тогда? Детский подростковый центр – это песни, это танцы, это рисование, это лепка из глины, это авиамоделирование. Очень много разных направлений работы детского подросткового центра. И, пользуясь случаем, спасибо, Ольга Владиславовна, за предоставленную возможность. Дело в том, что в следующий год для детского подросткового центра он юбилейный. Дорогие выпускники, дорогие, уважаемые, все, кто когда-то занимался в кружках и вот в этих клубах, пожалуйста, отзовитесь. Мы ждем ваши воспоминания. Это у нас вот немножко отклонение от основной темы передачи, но тем не менее, все-таки я считаю, что я должна задать этот вопрос во благо, опять же, жителей нашего города Якутска. Кто может заниматься в вашем центре? Да. В нашем центре занимаются дети. Я понимаю. Кто? Вот просто подростки, молодежь. Вот просто я захотела своим детям вот дать такую возможность хорошо позаниматься там красивой лепкой и так далее. Да? Я могу прийти к вам, написать заявление и попасть прямо к вам? Записаться, да. И все это, наши кружки, они бесплатные. Сейчас, конечно, система оформления детей в эти кружки, она немножко поменялась, но она вообще везде поменялась, поэтому мы ждем, конечно, детей, мы прямо наши дети. Хорошо. Так, уважаемые возвращаясь к ППМИ, друзья, я надеюсь, что вы все услышали, все поняли. Еще раз вам напоминаю, что у нас в студии два телефончика: 32 0066, 32 11 66. Вернемся к нашей основной теме для нашей встречи, да, которую мы планировали, о чем мы говорили. И давайте тогда еще разочек посмотрим фотографии до. И вы нам расскажете, что у вас получилось в 2023 году. Вообще, на самом деле, мы нисколечко не отклонились от темы, потому что все, что мы делаем, это мы делаем для наших детей. И наше участие в прошлом году по благоустройству территории нашего центра на Клары Цеткин, это как раз для наших детей, которые занимаются в наших кружках. Вы посмотрите, какая разница, да, Антонина Степановна? Да, и вот смотрите, у нас появилась флаговая зона. На этой флаговой зоне уже прошла церемония поднятия флагов. Это у нас терраса, вот такая открытая терраса. То есть вот состояние абсолютно до, да, и вот то, так, что сейчас получилось, да. Вот, и появилась вот эта терраса, в которой дети могут и концерты показывать летом, да, в теплое время. Также мы планируем там установить экран, и можно делать какой-то коллективный просмотр фильмов. Вот, поэтому... Очень потрясающая фотография, особенно сравнительный анализ такой, да, визуальный, очень хороший. Вот расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея заняться все-таки вот этим вот? Это сложный процесс на самом деле, я же понимаю. Если у нас было так много заявок и выиграло там 11-12, предположим, это большой конкурс, это серьезное мероприятие, это цифры.
Это работа с цифрами. Вы же, чтобы выиграть, это не маленькие деньги. Чтобы выиграть в данном контексте, что говорится, вы же должны были составить большое количество определенной документации, подать ее по инстанциям. Вот. Как это все проходит? Вообще, основным органом, который подводит к результату, к самому, вот, скажем так, финишу, а потом к прохождению конкурса, кто, вот, какое ведомство этим занимается вообще? Вообще конкурс организует, объявляет, проводит Министерство финансов. И просто я хочу сказать о том, что мы практически на финишной прямой. Завтра это последний день приема заявок по ППМИ. И что я хочу сказать? Дело в том, что наш центр на Клары Цеткин, он стал первым в республике центром подготовки юнармейцев, Дом юнармии города Якутска. Вот, это было в 2022 году. И, конечно, мы хотели для ребят создать такую атмосферу, и проект у нас называется «Территория патриот». Я патриот. Вот. Но в прошлом же году мы стали победителями всесоюзного, всероссийского конкурса. Всероссийского конкурса. И у нас теперь открылось креативное пространство, открылось место, куда могут приходить подростки, молодежь. Наши педагоги выходят с объявлениями такими бумажными, ходят по площадям, улицам, раздают эти объявляшки и приглашают подростков и молодежь к нам в Урасу, где проводятся мероприятия именно для подростков и молодежи. А вот по программе поддержки местных инициатив, кто захотел этим заняться? Это очень сложно. Ну, конечно же, наш директор. Все, что очень большие информация глобальные... берется с сайта или вот откуда вообще берется? Ведь не все же знают, что есть такие программы. Как это понять? Где это взять? Там список документов. Пакет документов должен составляться, делаться расчеты. Есть сайт ППМИ, и на этом сайте, конечно, вся информация. Но вопрос, опять же, в другом, в том, что, откуда знать, что это вообще вот такой сайт существует. Да, в том-то и дело. И просто есть объявление. Нет, хорошо. Руководитель предприятия, конечно, это должен быть всесторонне развитый человек, который должен понимать, что есть такие государственные программы, там республиканские, городские программы. Он должен в этом разбираться. Но мы же хотим, чтобы еще общественники в этом участвовали. Общественники об этом узнают где? У нас получается закрытый такой вот круг. Я скажу на сайте, а сайт это... Вообще есть у нас группа общественников, куда периодически управление молодежи и общественным связям закидывают разную информацию по грантам, по различным таким конкурсам, да, где можно получить субсидии, и желающие, в принципе, прозвучало прекрасное слово «грантом». Раз грантом, значит, управы. Гранты же тоже помогают работать с управы, правильно, общественникам? Я тут просто хочу даже добавить, Ольга Владиславовна, что, участвуя в таких конкурсах, мы же привлекаем дополнительные деньги. Вот мы привлекли дополнительно 3 миллиона субсидий с бюджета республики. Вот. И все победители прошлого года тоже привлекли некоторые суммы в бюджет нашего города. Вот. Плюс есть обязательное софинансирование. Софинансирование – это вообще отдельная тема, отдельная песня, очень интересная. Вывод делаем такой, что если мы хотим облагородить свой двор, но мы не знаем, как это сделать, мы можем обратиться в управу,
они нам подскажут, и они помогут нам это сделать. Правильно? Ну, замечательно. Антонина Степановна, вот сейчас мы уходим на рекламу. Дорогие друзья, не оставляйте нас. После рекламы мы ждем вас для участия в дальнейшем обсуждении, дальнейшей передаче. У нас будут еще гости. А пока реклама. Итак, дорогие друзья, еще раз здравствуйте. У нас вот сейчас еще есть гости в студии. Это заведующая садиком номер 82 Мечир Трофимова Юлия Иннокентьевна. Добрый день. И воспитатель садика номер 19 Василек Слепцова Саждана Лазаревна. Добрый день. Добрый день. Недаром мы в конце года педагога и наставника решили вот с воспитателями поговорить на ту тему, которая, казалось бы, воспитателей-то и не касается. Вот по большому счету это же ваши личные инициативы, инициативы ваших коллективов улучшить ситуацию вокруг вашего садика, улучшить ситуацию внутри вашего садика. И на самом деле, вот я считаю, что это подвиг, потому что, не каждый руководитель, а тут просто воспитатель, педагог, вот, организатор. Весь коллектив. Но все равно, ведь согласитесь, любое предприятие – это прежде всего руководитель. Естественно, начинается с руководителя. Если руководитель, вот вы пришли к нему с инициативой, и руководитель вас поддерживает, инициатива живет, она развивается, и будет результат. Так ведь? Да. А если этого нет, то вы меня извините, нет. Поэтому еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным годом педагога и наставника. И перехожу к следующим вопросам. Вот у нас садик Мечар. Юлия Иннокентьевна, откуда пришла идея что-то облагородить, что-то улучшить? Что вы хотите облагородить? И вообще, как вы с этим работаете? Насколько вас поддерживает коллектив садика, родители? Ведь все равно же родители в курсе. Поделитесь с нами, пожалуйста. Во-первых, вы вначале, Ольга Владиславовна, сами сказали, что сейчас именно такое время, что мы не можем ждать море погоды. Это да. Да, тем более руководитель. Если мы будем просто сидеть ждать, что там какое-то благоустройство конкретное будет, то нам долго придется ждать. А про ППМИ я уже второй год, слышала, но как-то не прислушивалась. А в этом году, вы опять же это уже сказали, строительный округ, они прямо писали в нашу группу, вот мы все относимся к строительному округу, у нас там 11 детских садов. И вот там Татьяна Степановна у нас есть такая, и Василий Егорович, и наш глава. И вот они говорят, кто будет участвовать в ППМИ, кто будет участвовать в этом году. Дорогие друзья, обращайтесь в свои округа, улучшайте то, что можно улучшить, радуйте тех, кто рядом с вами, и своей инициативой, и поддержкой. У нас потрясающие работники в округах, у нас прекрасные, просто распрекрасные руководители округов. Просто вы об этом не знаете, потому что вы еще не обращались с ними и не сотрудничали. Сделайте это, и все будет отлично и замечательно. Тем более государство дает столько возможностей, республика, город, масса возможностей, просто масса. Пользуйтесь этим. Я извиняюсь, что прервала. Поэтому я решила в этом году узнать, что же это такое. И с чего мы начали? Во-первых, мы вышли на свой совет родителей. А совет родителей у нас очень активный. У нас есть еще общественная организация отцов «Тойон Тебе». Я вышла на них и параллельно с коллективом решили, что же нам, как участвовать, что же нам сделать. И коллектив сказал, может, начнем с того, что хотят сами дети, наши детишки. И наши воспитанники подготовительных групп, когда там воспитатели спрашивали, они нарисовали, а воспитатели написали, что же они вообще хотят. И получилась у нас детская площадка. То место, где они постоянно играют, начиная с марта месяца, быть может, до октября. А у нас, к сожалению, там у нас детский сад 81 года, старое здание. 40 лет. Да, 45 уже. Ага. И детская площадка, там, конечно, трава и песок получается, да. И
дети сами вот выбрали там искусственный газон и прямо нарисовали даже разного цвета, что меня удивило. То есть вы среди детей устроили такой конкурс, да, своего рода, предложение дали им, и дети понимают, что они тоже приняли участие в этом процессе. Да. Получается, это потрясающе, это прекрасно. Они нарисовали газон разного цвета, они написали, что хотят, чтобы и как море был газон, чтобы там можно было кораблик поставить, и зеленое, и всякое разное. Если бы я сказала, что искусственный газон, я представила только бы зеленый газон. Оказывается, дети намного шире даже чувствуют. Параллельно сразу, когда вот вышла на совет родителей и на совет отцов, они меня сразу поддержали. Но я хочу сказать, что наши родители очень нас поддерживают в всех наших начинаниях. Ну, у нас вообще потрясающее население. И республика у нас такая замечательная. И равнодушных у нас на самом деле очень мало. Очень-очень. Мы их даже, я, в принципе, в моем окружении таких и нет. В основном это все такие любящие свой город. Любящие свою республику, свой край. Поэтому я очень рада. Как приятно слышать, что дети в этом приняли участие, что детям это важно. Это здорово. То есть у нас растет достойное поколение. И спасибо вам, педагогам и наставникам, что говорится. Ну, вот так. Поэтому сразу хочу сказать еще спасибо нашей Антонине Степановне. Как-то так она нас взяла под крыло, они уже прошли через это, поэтому как-то очень легко вот все это у нас проходит, даже если, я думаю, что, конечно, мы будем участвовать, мы надеемся и верим, что мы победим, даже если этого не будет, у нас очень колоссальный опыт. Как все-таки эти документы делать? Я познакомилась в ходе этого с очень хорошими людьми и надеюсь, что у нас все получится. И правильно вы говорите, что этот проект может даже та же улица, где я живу, можем также принять участие. И когда мы говорим, что этот проект может быть, мы узком, поэтому не все поймут, нет. Условия одни и те же. Поэтому, мне кажется, все получится. Что там, Вы что тут. Впервые будете участвовать? Впервые. И дети уже прямо ждут, да? Да, мы все ждем. Я от души, я думаю, что и все, кто нас слышит и видит, обязательно желают вам удачи. Обязательно вы должны победить. Вот все трое, у вас 3 разных проекта. И хотелось бы, чтобы главное, вы все что победили. Это все учреждения образовательные, и все наши проекты, они направлены для наших детей. Все, это что прекрасно, мы делаем, это просто прекрасно. Сардана Лазаревна, дошла очередь и до вас. Я хочу рассказать о том нашем социальном проекте, который у нас называется «Безопасная среда детям». Вы сами знаете, в наше время очень актуально, чтобы была безопасная среда нашим дошкольникам, нашим детям, вообще в образовательных учреждениях, потому что если ребенок находится в безопасной среде, он уверенный, спокойный человек. Соответственно, наши родители также уверенно работают. Сардана Лазаревна, я, извините, вынуждена вас немножко прервать. У нас звоночек в студию. Наушнички, пожалуйста, наденьте. Так. Алло, здравствуйте. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Ага. Наконец-то добралась до вас, до открытого эфира. Я ветеран труда, работала 47 лет, педагог, наставник. Я по общему вопросу хочу. Мы хотели уже лет 8, создаем сквер, посвященный профессиональному образованию. Как говорится, мы за тех, кто за профтех. Потому что благодаря профтехобразованию, строились дома, создавались улицы. Профтехобразование, вы знаете, это рабочий класс. Советской власти не стало, рабочего класса не стало. И с этим проектом мы носимся, и никак в строительном округе меняются управы каждый раз, И никак не можем этот проект, именно сквер возле ЕГТ, уже выросли деревья, которые мы посадили. Мы черемухи сажали несколько этих рябин, много, и цветы ухаживаем. Бесплатно все. Так что я думаю, что сейчас мы... Вы посоветуйте, пожалуйста. Да, право ответить мы дадим все-таки Антонину Степановне. Это у нас такой
очень опытный товарищ на эту тему. Ну, я, конечно, не знаю, по каким причинам так получилось, что вы не стали победителями с этим проектом. Но я вот просто бы посоветовала очень внимательно посмотреть бальную шкалу, потому что от этого зависит, какие баллы в ходе рассмотрения вашей заявки вы получите. Просто выбирайте прямо самое наибольшее. Например, 3% участия населения дает 100 баллов. Ну, от суммы субсидии. Например, 15% участия спонсоров тоже дает, 15% от суммы субсидии тоже дает 100 баллов. То есть мы, когда вот я писала, и девочкам всегда советовала, что надо выбирать вот те позиции, где вот именно 100 баллов дается. Поэтому, может быть, просто вот в качестве совета. Я думаю, что просто здесь, да, проблема в том, что надо составить правильно, опять же, документацию, но речь идет о том, что управа не очень активно в этом принимает участие. Но в управе у нас же очень много специалистов. Во всех управах города есть общественные советы, поэтому можно выйти на председателя общественного совета, обратиться к нему за помощью, проконсультироваться и вот совместно с управой все-таки дальше вести этот процесс. И я вот просто вспоминаю прошлый год, когда мы только вот первый раз в этом во всем разбирались. Мы просто бегали, наверное, каждый день звонили, консультировались в Минфин. На сайте номера телефонов есть, куда можно позвонить, проконсультироваться. Это тоже один из моментов, наверное, поддержки, когда если вы, например, не чувствуете где-то в одном месте поддержки, она есть в другом, можно звонить, номера телефонов на сайте есть. Если вы нас еще слышите, трубочку не положили, вы, пожалуйста, нашим помощникам дайте свой номер телефона, чтобы получить обратную связь. Мы обязательно свяжемся с управой, с общественным советом строительного округа и попросим вам помочь. И вот Антонина Степановна, мы с вами можем это сделать? Я думаю, что мы это сделаем с удовольствием. И как вот для всех, кто нас видит и слышит, вот я просто хочу сказать, вот мы с этой бумажкой уже с девочками были много где. И у нас все время спрашивают, что это за бумажка написана. Да, вот сейчас ППМИ прозвучало, но не каждый за кадром понимает, да. Мы фотографируемся с этой бумажкой. И сегодня с этой бумажкой мы пришли к вам. Почему? Потому что это очень важный момент. Все коллективные фотографии, собрания и так далее только с этой бумажкой. То есть мы фиксируем, что именно вот это фото, которое сегодня мы сделаем с этой бумажкой, оно сделано сегодня, в 2024 году. Что это фотографии не 23-го года. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, что сегодня мы говорим о программе поддержки местных инициатив. Эта программа работает активно. Пользуйтесь, будьте внимательны. Просто так деньги ниоткуда не возьмутся. Эту программу, по этой программе есть определенный пакет документов, которые надо составить, продумать. Один человек это сделать не может. Это работа в команде, и в том числе при помощи управы того округа, в котором вы живете. Поэтому, если есть вопросы, конечно же, звоните, мы постараемся, хотя бы как-то принять участие и посодействовать. И, извините, Сардана Лазаревна, давайте продолжим. Какая у вас идея, как вы ее видите? И, опять же, вот вы же делаете это все с детским садиком. Да. Но вас управа поддерживает? Обязательно. Управа строительного округа поддерживает нас. Строительный округ звучит. И нас очень хорошо поддерживает депутат Илтумена со строительного округа Данилов Иван Иванович. Иван Иванович вообще большой молодец. Иван Иванович, огромное вам спасибо. Я думаю, не только от строительного округа. Я сама житель Сайсарского округа, активист Губинского. Огромное спасибо вам за то, что вы есть. Вы такой молодец и поддерживаете вот весь город буквально.
Это просто потрясающе. Иван Иванович у нас еще саха-волонтер, занимается вот этим всем. Вот огромное спасибо, низкий поклон. Прекрасно, что мы заговорили на эту тему. У нас есть процесс работы, идет со строительным округом. Значит, и здесь мы можем как-то вот принять участие, да? Да. Хорошо, замечательно. Это очень хорошо. Какое именно направление, вот более точнее, расскажите нам, что изменится в вашем детсаду, когда, в случае, если вы выиграете, чего я вам очень желаю? В случае, если мы выиграем, у нас будет, во-первых, эстетичное ограждение, которое не только порадует жителей, которые вокруг нашего детского сада, но и самое главное, безопасная среда у нас будет, да? Вот, поэтому я думаю, что 2024 год для нашего детского сада не особенный год, потому что нам в 2024 году исполнится 45 лет нашему детскому саду. Я вас поздравляю. Да. Поэтому вот очень мы надеемся, что мы выиграем этот проект и подарим нашим воспитанникам, родителям и нашим сотрудникам такой шикарный подарок от города Якутска. О, это будет здорово, да, это будет колоссально. А у нас следующий год появится новый фасад из современного фасадной плитки. И еще там на фотографии видно, да, что до и после. В следующем году, в случае нашей победы, наше здание на Клары Цеткин станет красивым. И вот там еще вот сбоку вот видно, появится рисунок на этой плитке фасадной. И будет очень красиво. Мы, кстати, тоже проводили конкурс среди своих воспитанников и при поддержке управы строительного округа. Кстати, вот эта бумажка, которая у нас лежит на столе с надписью ППМИ 2024, это обязательное условие. То, что, скажем, мы проводим конкурсы для детей, это тоже плюс. Это вообще замечательно. Ну, дорогие друзья, мы можем говорить об этом долго, а передача наша подходит к концу. Поэтому вот в конце каждой передачи я всегда прошу своих гостей пожелать жителям нашей республики, нашим горожанам всего того, чего бы вы хотели сами себе. Юлия Иннокентьевна, пожалуйста. Мало времени. Я хотела пожелать всем жителям того, чтобы о чем вы мечтаете, чтобы не останавливаться на этом, только на мечте. Надо найти какой-то выход, какой-то проект, и мне кажется, тогда все у нас исполнится. Наше счастье зависит, я считаю, от наших инициатив. Поэтому будьте более инициативные, и будем мы счастливее. А я желаю вам быть смелыми, сильными, позитивными, потому что реализация любого проекта, оно требует позитива, смелости и энергии. Друзья мои, счастья вам, здоровья, благополучия. Берегите себя. Пусть все в вашей жизни будет замечательно и потрясающе. Мы прощаемся с вами. До следующих встреч. Якутск сегодня. До свидания. До свидания. До свидания.